Ребята, всем привет! Очередная рыбалка на реке Мокша. Сегодня я с Сергеем Викторовичем. И мы будем пробовать ловить кого? Правильно, щуку. Приехали мы вчера вечером. Даже успели выбраться на вечерку. Подвичили немного. Попадаются некрупные щурки. Там около килограмма, где-то вот так вот. Под килограммчик. Вот. Сейчас вот уже вышли на воду, время 7:30. Начинаем рыбачить. Думаю, что у нас что-нибудь получится. Сегодня 22 сентября. Все, поехали. Сергей Викторович открывает сегодняшнюю рыбалку окунем. Вчера я такого же поймал. Я вчера рыбачил на 90-й воблер, а Сергей на 130-е. Вот, поклевок у меня было в 2 раза больше и поимок, чем у Сергея. Вот. Всю рыбу я отпустил вчера. И Сергей тоже порекомендовал как бы перейти на 90-е. Но посмотрим. Здесь глубин что-то, ну как бы есть ямами локальными, а в основном как бы не особо глубоко, поэтому, наверное, маленькими воблерами я бы, наверное, рыбачил. Но это не точно. Посмотрим, поэкспериментируем и большие покидаем. Но пока 90-й. Так, вот и у меня первая рыба. Огромадная щука. Вот такая вот клюнула. Вчера около десятка таких поймал. Но были и покрупнее. Я не помню, сказал я или не сказал. Рыбачить будем с плавом. Спускаемся потихонечку. Кидаем вдоль берега. Ну а потом поднимемся к машине. Какой-то вот такой у нас план. Щурка этого сейчас мы отпускаем. Не повредился он особо. Ой. Хотелось бы покрупней. Вчера, я думаю, самая крупная у меня была, ну, килограмм с небольшим. Кило 100 пускай будет, вот так вот. Остальные до килограмма. И вот такие шнурочки тоже попадались. Наконец-то, как говорится, ребят. Наконец-то клюнула щучка. Прям очень много я тут прошел, я вам скажу. Поклевок нету, прям уже что-то думаю, фигня какая-то. И наконец-то клюнула щучка. Заглотила воблер она. Вон прям в жабры. Сейчас попробуем аккуратненько как-то отсоединить. Ага, получилось. Отпускаю, наверное, как бы эту щучку я. Вот так вот. Пусть идет домой. Спасибо ей за поклевочку. Да, ну прям уже прям много проплыл. И поклевок нет. Я думаю, блин, может вообще надо возвращаться в другую сторону. Ну ладно, покидаем еще. Что-то я думал, здесь будет как-то мелко. Я на этом участке реки, наверное, и не был. А если даже был, то очень-очень давно. И здесь вот как бы яр такой вот, ну как бы крутые берега. Глубоко здесь. Маленечко по-другому я представлял себе рыбалку. Где-то такую там на глубинах 2-3 метра вот вдоль берега побросать. А здесь очевидно выше. Ну и глубже. Ладно, что, покидаем. Может еще удастся что-то поймать. Сергей у меня отстал. И еще нашу рыбалку
Сплавом омрачает ветер, который мешает идти ровно. Лодку крутит туда-сюда, короче, не совсем комфортно. Ладно. Рыбалка только началась, я думаю, может еще что-то у нас поймается. Ловись, рыбка, малая и велика. Погода, в принципе, отличная. Но вот ветерочек холодный что-то вот подул. А так вот солнышко жарит. Но, тем не менее, в куртке я. Сергей прям очень далеко от меня там отстал. Очень-очень. Не знаю, клюет у него, не клюет. У меня что-то не клюет. Как-то я маленечко по-другому все это видел. Нужны такие прямые прогоны с кувшинками. А здесь что-то прям река виляет. С ямами, блин. Ух, ничего себе, вон там сыграла рыба. А рыбка-то есть, ребята, да? Только не клюет. Тут может быть щучка. Но это не точно. Ага. Включил камеру, как бы, ну, здесь такой вот затишок, как бы ожидаемо. Щучка небольшая. А, это окунь, ничего себе, хороший. Окушка заберем. Окунь хороший. Вот это окунище, ребята. Вот это окунище. Нифига себе. Я думал, это щучка, это окунь. Окушка возьму, может, Бог даст, закоптим там вот это вот. Давно такие намокшие не попадались. Блин, ну, как обычно, как говорится, проходим перспективный участок, отсыпая окуня. Положим его в сумочку. Не хочет в сумочку. Да. Такой участок был читаемый. Вот здесь вот, ну, кто-то здесь должен был жить. Только я думал, щучка будет, а это окушочек хороший. Решил подняться до Сергея. Видимо, далеко я уже тоже ушел. Хватило бы бензина до машины. Вот что боюсь. Поэтому сейчас надо до Сереги подняться и подумать, чего делать. А, он, в принципе, он недалеко от меня. Вон он. Рыбачок. Ага. Серега, он поймал хорошую щуку. Я поднялся до него. Он говорит, давай не ссы, поехали вниз. Там все самое вкусное. Ставь, говорит, здоровый воблер и поймаешь здоровую щуку. Все, поставили с ним баллисонги 130-е.
Идем вот, кидаем. И вот Серега вот прям вот, ну, грубо говоря, на глубине он там поймал. Ну, щучка сколько там? Килограмм полтора? Полтора плюс, наверное. Щучку Сережка заборол. Молодец. Сережка. Сережка заборол щучку. А у меня не клюет. Показать, как говорится, нечего. Сплавляемся. Ветер еще как бы тоже вот сменился, и по течению нас прям гонит. Летим, как говорится. Прям немножечко очкую, хватит ли бензина на обратную дорогу. Будем посмотреть. Сколько? Кило 300, Сергей говорит. Взвесил, говорит, кило 300. Ловись, рыбка, малая и велика. Ну вот вроде хорошие места. В принципе, вот как я хочу, как говорится. Но что-то рыбка-то тут не клюет. Удалось окушка поймать грамм на 200. Сейчас там стайка вылетела, я воблер возле лодки потряс и поймал. Просто потому что камеру некогда было включать. А щука что-то не откликается. Поставил снова 90-е воблеры. Потому что на 130 что-то у меня тишина. Да и на 90-е тишина. Так, не клюет. Поймал щуку. А? Да какой с руку? С руку здесь не клюют. Вот такой вот чурочек попался. На Москва 128. Иди сюда. Ах ты, собачка. Страшная. Стандартные маленькие щучки. Все, мы сейчас уже... Что-то я опрометчиво палец запихал в рот. Сейчас делаем проходик до машины и собираемся домой. Да как ты это сделала? С трудом освободил щучку. Все, отпустили ее. Как говорится, до свадьбы заживет у нее там все. Воблер Макс Квад 128. Суспендер, наверное. Так. Как говорится, уже неплохо.
Сергей по левому берегу кидает, а я вот тут по правому. Раз, вот так вот. Наверное, сейчас воблер нужно помельче поставить. Сейчас там будет глубина помельче. Можно, наверное, 90-й поставить. Эх, тут бревно какое затоплено подо мной. Сейчас зацепил Максквад здесь, смотрю, коряги. Ну, при помощи отцепа удалось его спасти. Поменял воблер, потому что готовлюсь сейчас уже вот зайти на более мелководный участок. И клюнула щучка очередная. Вчера вечером вот как бы на этом участке тоже поклевывал, поэтому как бы решил сюда я вернуться. Сегодня попробовать половить. Потому что вниз по течению мы спустились, там что-то дела совсем плоховаты. Блин, щучка хватает, так что прям не сойти. Как-то прям за ус тут прям. Так, все, отцепил щучку. Отпускаем. Воблер Crackjack 98. Суспендер, короче. Весь такой покуцанный у меня, боевой. Мужчины вон там ловили в ночь на перевертке. Сейчас он собираются. Не знаю, клевало у них там, не клевало. Мелкая щучка, мелкая. Но, как говорится, мы не за рыбой, а на рыбалку. Сейчас приезжали друзья, товарищи. О, клюет еще одна. Нет, не доест. Приезжали друзья, товарищи, там Серега им отдал 2 щурков, а я своих 3 окуней отдал. Леха почистил их прямо на берегу. Разделал, нарезал. Сейчас приедет домой и приготовит. А мы решили вот еще часик-полтора побросать, потому что как бы сплав вниз от машины нас не удовлетворил. Что-то опять был какой-то контакт, не понял.
Ну ладно, как бы, блин. Сейчас будем сниматься с якоря. Пойдем с плавом, как бы. Ну, расчет, опять же, на активную рыбу. Вот на камеру клюнул маленький карандашик. Вчера мне тоже в этом месте, ну, клевали вот на этом прогончике. Думаю, сейчас включу. Вот такие вчера тоже попадались. Маленькие зверушечки. Кусь-кусь делают. Отпускаем по-быстрому. Вода, я бы не сказал, что прям сильно прозрачная. Но прозрак присутствует. Ветер немного стих, как бы, и вот довольно-таки комфортно. Вот такую вот рыбалку я изначально себе представлял, как бы вот потихонечку сплавляться и вдоль берега бросать воблерочек. Трава, трава, здесь он трава какая-то. Кстати, вот, ну, проходим такие вот участки, прям вот явно головлиные, как бы вот, но головля не видно. Хорошие вот такие здесь травяные участки, вот стелится трава. Головль любит стоять в таких вот местах. Видно вам? Ну, вон плавают какие-то маленькие подлещики, плотвички или кто это. А головля вообще не видать. Ни одного головля не видели ни сегодня, ни вчера. Мы не пытаемся его половить, как бы, но на 90-е воблеры хороший головль может быть в прилове. Белая рыбка вот присутствует, какие-то плотвички, а головля нет. Странно. Опа! Очередной щурок у нас на крючке. Опачки, ничего себе. Опасный, смотри, какой шустрый, ничего себе. Спокойно, братюня. Опа. Воблер рудра, а щурок по-прежнему такого же калибра. Опа, освобождаем его, опускаем. Как говорится, ничего интересного. Маленькие щучки, вонючки, карандашульки. Мы уже прям вот недалеко от машины, в принципе. Они же так прикольно клюют, там как бы хоп, сначала, ну, чувствую, как они там тук-тук стучатся, грубо говоря, а потом пак, и повисло. Ну где хорошая щука-то, опять непонятно. Ни головля хорошего, ни щуки хорошей. Чего-то нету.
Что-то какая-то мелочь. Я уверен, что, конечно, у кого-то клюют хорошие рыбки, но у меня что-то не клюет. Но я и таким рад. Как говорится, что-то клюет и уже хорошо. Место мне по рыбалке не особо знакомо, как бы я здесь, вот ты видишь, что я здесь вообще первый раз. Поэтому, может, как-нибудь мы... Серега, он что-то поймал? Нет, не поймал. В следующий раз, может, на наши места съездим по твичам. В следующие выходные пропущу по семейным. А потом, может, еще сгоняем. Как говорится, осень только начинается. Кстати, это вроде последние теплые деньки. Со следующей недели вроде там тепло уходит. Бабье лето заканчивается. Но это не точно. Там как синоптики вот это вот посмотрят. Там, если чукча в шапке, значит холодно. Если чукча без шапки, значит тепло. Конечно, можно было бы вставать на якорь и облавливать более тщательно. Но мы решили вот такую рыбалку попробовать. Так, рыба-палка клюнула. Клюнула рыба-палка, ребята. Намокших таких очень много. Рыба-палки. Вот уже за поворотом наш автомобиль. Сейчас будем заканчивать. Серега впереди меня идет, у него не клюет. Здесь вот течение посильнее и побыстрее меня несет. Кстати, у Сергея сегодня очень много было поклевок на равномерную проводку. Уже когда заканчивал, проводку выматывал, и щучки у нее садились. Поэтому не обязательно, может быть, что-то дергать, твичить. Можно и на равномерочку ловить. Щука-монстр, ребята. Вот из-под этих палочек вылетела. Тихо, напала на меня. Так. Щука-монстр. Отпускаем. А я прям видно. Вобер, чик-чик-чик, и она прям откуда ни возьмись, прям прыг-скок. И напала. Хищная рыбка. Маленькая, а хищная. Ну, очень мелкая. Воблеры тоже вот разные, как бы ставлю. И побольше, и поменьше. В данном случае вот этот карандаш сейчас клюнул на Усами 115.
И большие пробовал, там и 130-е, и 90-е, и 100-е, 115-е. Щучка однообразно мелкая. Однообразно, безобразно. Вымучил, короче, кидал. Тут меня к берегу прибило. Поставил баллисонку в надежде поймать огромадную щуку. Но огромадная не откликнулась. Откликнулась такая же вот стандартная щучка. Ай, господи. Опа. Такая, что-то он у нее в животике там даже. Походу. Опа. Здесь такое вот прям нормальное место, вот с кувшинками, как я люблю. Глубина 3 метра, наверное. Думаю, дай-ка я тут покидаю, пока меня никуда не несет. И вот такая щучка. Видно вам? Вот такая. Отпускаем. Бултых. Все, убежало. Опа. Опа. Воблер Депс. Баллисонг Миноу 130. Суспендер. Ну такой он щучек ты видал как бы. Отозвалась. Но здесь пришлось как бы вот повымучивать. Ввиду того, что меня крутит туда-сюда. Думаю, ну ладно, попробую. Покидал и попалась все-таки. Еще одна с этого же места. Еще с этого же места, ребята. Маленечко отгреб, меня понесло. Думаю, заброшу еще раз туда же. И на следующем забросе еще один щурочек. Опа. Клюнул. Поменьше того, но, видимо, у них тут гнездо. Отпускаем. Либо это вечерний клев, товарищи. Две щучки стоял вот в одном месте. О, еще была поклевка. Ничего себе. Еще сейчас было это. Ну, затрепало, и я почувствовал, но не засеклась. Смотрите-ка, что. На якоре не встаю, меня крутит здесь. Еще маленький щурочек, значит, здесь живет. Но у щуки как бы память короткая, она может как бы даже... У нас бывали такие случаи, что мы вдвоем с лодки рыбачили, поймали щучку, отпустили, стоим на точке, и через несколько забросов она снова клюет. Давайте, наверное, немножечко о снастях в конце рыбалки, да? Рыбачил сегодня я спиннингом Спартекс, Nova Twitch, палочка, ну, заряжена именно на твичинговую рыбалку. Тест у нее 27 граммов. Вот такая вот палочка. В каком она росте у нас? 215 сантиметров. Катушка Shimano Naski C3000. Шнур двушка
по японской классификации, там не знаю какой, уже не помню, 1000 лет назад наматывал на эту катушку. Воблеры, на которые клевали, я вроде бы все озвучивал. Ну, наверное, как-то так. Да? Ну все, лодка Инзор 280 НД, мотор Yamaha 3, воблерочки. Ну, Балисонг, Максквад, Рудры, Джеркбейт, Реалист 120. Ну и с другой стороны там тоже как бы вот воблеры. Ну, как-то так. Все. Надо заканчивать, пока солнышко еще высоко. Нужно собрать лодки, шмотки и выдвигаться домой. Че, Серег, какую самую большую рыбу поймал? Щуку. А какую? С руку? С руку. Килограмм 300. На килограмм 300, да? Грамм. Да, это, наверное, самая большая щука, пойманная нами за сегодня, да? На кило 300. Че, красненько подведем итоги. Ловили, мы что-то поймали, да, приехали за щукой, но что, щучек поймали. Да, они крупные, но все-таки это щуки, в конце концов. В целом неплохая рыбалка, да, Серег? Бывали и хуже. Бывали и хуже рыбалки, бывали и лучшие рыбалки. Вот, что сказать-то? Руки рыбой пахнут, уже хорошо. Даже умудрились ребят знакомых тоже угостить рыбой. Вот, поэтому все в принципе удалось. Опять посидели возле костра с ночевочкой, переночевали, порыбачили. А как мы помним, день на рыбалке в счет жизни не идет. Все, всем пока-пока. Увидимся на воде. До новых встреч. Серега? Пока-пока. Пока. Давайте. Заходи, если что.